алейкум, достар! Здравствуйте, друзья! С вами снова Азамат и Антон. И мы готовы продолжать покорять Олимп казахского языка вместе с вами, дорогие наши телезрители. Каждую программу мы изучаем казахский язык с помощью ключей и формул. Сегодня же я предлагаю вам начать учиться говорить не только правильно, но и красиво. То есть ты, Антон, хочешь сказать, что на казахском языке можно говорить не только правильно, но и красиво? Азамат, на казахском языке можно все. Говорить тосты, признаваться в любви, признаваться в суде, учить сына водить машину, учить сына водить девушек в кино, писать инструкцию по лепке пельменей, читать Хемингуэя. И, наконец-таки, на казахском языке очень прикольно рассказывать американцу, как пройти на байтерек. Ну а если серьезно, казахский язык очень красив, если знать все слова. Ну, так давай не томи, эстет, начинай сегодняшний урок, ну. Это само собой, но по традиции давай вспомним прошлое занятие и то, что мы на нем прошли. Прошло несколько дней недели с тех пор, как мы прошли дни недели. Не мог бы ты мне и нашим телезрителям напомнить их? Да, конечно. День тяжелый – это дюйсемба. Первый день, когда показывают Лигу чемпионов – сейсемба. Второй день, когда показывают Лигу чемпионов – сэрсемба. Четверг, следовательно, бейсемба. День, когда совершается жума намаз – это, понятное дело, жума. День, когда давай, тема вообще – это семба. Ну и день, когда это жексемба. Как вы могли заметить, практически все дни недели довольно похожи по звучанию друг на друга. И все они с окончанием «б», за исключением пятницы – жума. Я вот уже запомнил все дни недели. Уверен, как и все наши телезрители. Ну что же, тогда давай перейдем к следующему уроку. Азамат, поскольку я пообещал научить тебя разговаривать красиво на казахском языке, мы начнем наш первый урок с самого легкого, ведь это очень сложная тема, и одним уроком она уж точно не ограничивается. За что вот я тебя люблю, так это за то, что ты даже самую сложную тему можешь выучить быстро и на голодный желудок. Спасибо, я оттачивал это мастерство еще будучи студентом. Но давай все же вернемся к нашей сегодняшней теме. Казахский народ всегда славился своей вежливостью. Вот так, к примеру, когда кто-то уезжал, ему всегда желали счастливого пути, то есть жолун болсын. Да, действительно, это так. А вот тут я проявлю смекалку. Если хочешь пожелать счастливого пути человеку старше себя, то нужно будет сказать жолуныз болсын, верно? Именно так. Жарасин Азамат, продолжая тему дороги, у казахов есть такое почти забытое выражение «жол болсын». Так, Антон, подожди, ты ничего не путаешь? Жол болсын – это разве не счастливого пути? Ожидаемый вопрос, на самом деле. Нет, я ничего не путаю. Жол болсын – это очень интересное выражение, отражающее ментальность казахского народа. У казахов не принято спрашивать прямо, куда идешь. В отличие от выражения жолун болсын, жол болсын содержит в себе одновременно вопрос и пожелание доброго пути. Это довольно интересно, и это не совсем сложно запомнить мне и нашим телезрителям. Рад слышать эти слова. И еще, как и в остальных языках, в казахском языке очень много ласкательных слов. Постой, я слова такие знаю, кажется, например, айналайын, кулыным, балам, жаным. Кстати, о последнем хочу заметить, что слово жаным встречается во всех казахских песнях. Ну, это потому, что казахи очень нежный народ. По традиции мы продолжим изучать традиции. И сегодня мы поговорим об ашамайга мэнгазу. Казахи, являясь кочевниками, жизнь которых целиком зависела от умения ухаживать за домашним скотом, стремились с самого раннего возраста приучить детей к верховой езде. Умение держаться в седле было одним из главных условий выживания в степи. Поэтому у казахов существовало много обычаев, связанных с лошадью, одним из которых и является ашамайга мэнгазу – первое сажание в седло. Ашамай – это специальное детское седло безопасной конструкции, чтобы ребенок не мог случайно свалиться с коня. Стременами ребенку служили мешочки, сшитые наподобие переметной сумки хурджуна. В них засовывались ножки малыша. Первую ритуальную посадку на Ашамай осуществлял Аксакал аула с пожеланиями стать прекрасным наездником, прожить счастливую и долгую жизнь. После получения бата родители новоявленного наездника на радостях, что их ребенок впервые сел верхом на коня, устраивали праздник. Ну что же, мы узнали сегодня много нового и, думаю, сегодняшний урок прошел на ура. Не могу не согласиться, мой друг. Ну что ж, дорогие друзья, до следующей встречи. Сау болыңыздар!